Ye mananyo nyarndoro bata miki yane yinyang namdwa me yungoko manamane yungoko mariye injarako. Современная этническая музыка или world music в 80-е годы вышла из музыкальных притонов Сан-Франциско и стала за это время глобальным явлением. Тогда передовая американская молодежь вдруг сделала для себя открытие. То, что играют и под что поют во всем мире, то есть все вариации джаза, рок-н-ролла, диска, вдруг перестало быть модным и интересным. Молодые люди обнаружили, что помимо локальных музыкальных традиций Северной Америки, американского кантри, песнопений черных рабов и ирландских эмигрантов, из которых вышли все модные в то время направления поп-музыки, есть еще и безграничный океан этники. Локальные традиции музыки, рожденные вне англосаксонских стран, и стали основой для world music, в которой каждый находит свое. Подлинная этника с характерным звукорядом и ритмическим рисунком дарит ощущение первобытной свободы и близка всем. Носители же чудом уцелевшей народной музыки вдруг обнаружили, что их музыка интересна этим странным западным оригиналам, которые ни слова не понимают по-тувински, по-русски или на языке банту. Этническая культура, музыкальная культура, вот она стала более популярной в последние какие-то десятилетия, нежели это было вот где-то вот в 70-е, 80-е годы. Этому повсеместному увлечению этникой был проложен путь сначала в науке. Грандиозные работы ученых-фольклористов, специалистов-этномузыковедов и, конечно же, создателей серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». То есть действительно впервые многое прозвучало, вот аудио, не в книге, а аудио. И вот, видимо, это вот попало в какую-то очень такую важную тенденцию внимания к этнической культуре в ее аутентичных формах, вот в подлинных формах. Сибирь сегодня – огромный заповедник, где ученые находят не только живых носителей подлинного аутентичного фольклора, но и так называемую эпическую аудиторию, то есть ту аудиторию, которая воспринимает эпос не как вымысел или фантазию, а как некую реальность. Слушать шамана или сказителя для таких людей – это способ защиты от реальных бед с помощью молитвы и совместного переживания рассказываемого сюжета, где добро обязательно побеждает зло. Группа исследователей фольклора под руководством члена-корреспондента Академии наук Александра Сактоева в 80-е годы успела записать на Алтае эпические сказания алтайцев в исполнении слепого шамана, гениального народного сказителя и члена Союза российских писателей Алексея Калкина. Калкин приехал, и они со всех стоянок скотоводческих съезжались, потому что они были убеждены, что его загадочный голос предков, его загадочные слова, умение сказать, они проецируют будущее. И Александр Бадмаевич очень тонко это все понял. Там 2 ноты звучало всего-навсего. Вот он смотрел в пространство, и вот это все. И вдруг я поняла, что я не знаю алтайского языка, естественно, но я поймала себя на том, что я готова была слушать его там, час, два, там, день. То есть это был какой-то просто космос. Я до сих пор это помню, и я помню, что я к нему подошла и сказала, что вы, наверное, гений. Он мне сказал, ну да, Калкин. Сегодня новое поколение сибирских ученых-фольклористов продолжает собирать и с помощью современных средств записывать в разных уголках Сибири бытующие здесь до сих пор произведения фольклора и сопутствующие его исполнению ритуалы. Буддисты и индуисты верят, что каждый из нас, перерождаясь, проживает миллионы жизней среди разных народов Земли и других планет. И то настоящее, что есть
и в произведениях фольклора, и в современной этнической поп-музыке позволяет любому человеку без труда представить себя танцующим у костра охотником, созерцающим природу шаманом, мальчиком или невестой, над которыми совершают обряд инициации. Начинающий литературовед, аспирантка Московского университета Ая Улзатуева открывает для себя планету под названием «Сибирский фольклор». Внучка известного ученого с мировым именем, члена-корреспондента Академии наук СССР Александра Сактоева, она исследует историю возникновения его детища. Издание 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», названной лучшим издательским проектом российской гуманитарной науки XX века. Юная москвичка Ая в Новосибирске и Улан-Удэ встречается с людьми, которые 20-30 лет назад начинали работу над этой серией, разговаривает с молодыми сибирскими фольклористами, которые продолжают дело ее знаменитого деда. Основатель этой академической серии ушел из жизни не так давно, в 1998 году. Но для своих молодых коллег, которые пришли в созданный им научный коллектив уже после его смерти, Александр Бадмаевич Сактоев уже сам превратился в эпического персонажа. Вообще, когда пришла, я ничего не знала ни о серии, ни об Александре Бадмаевиче. То есть, все это... И пришла уже, скажем так, после него. И, то есть это уже был такой легендарный человек, о котором рассказывали такие уже полумифические истории всякие. Кто же он, этот человек, о котором уже второй десяток лет коллеги вспоминают как о живом и дорогом человеке, а знавшие его сказители, носители фольклора, посвящают ему баллады, песни и благопожелания, исполняемые в традиционной фольклорной форме. Так поется в балладе удыгейской сказительницы Валентины Киалензюги, которую она написала после того, как в гости к удыгейцам в их деревню на Амуре приехала возглавляемая Сактоевым фольклорная экспедиция Академии наук. У Александра Бадмаевича волосы седые и кучерявые-кучерявые. Он со своими товарищами о том, как разные люди и разные народы раньше жили, и сказки рассказывали, и в прозе, и в песнях все записывает, чтобы подрастающие дети знали, как раньше жили. О легендарном фольклористе, который сам попал в фольклор, вспоминает этномузыковед Юрий Шейкин. Во всех экспедициях Сактоева они составляли одну команду. Я рад, что работал с ним. На моих глазах происходило... Он менялся вообще. Он изменялся, развивался очень сильно. И наши отношения не были просто так. Некоторые думают, что мы такие дружки, два друга. Там все хватало. И ссорились. Но самое главное, это человек, который на всю жизнь остался у меня в душе. Я его очень люблю. 23 февраля 2011 года исполнилось 80 лет со дня рождения Александра Сактоева. Александр Бадмаевич Сактоев, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, основатель академической 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за 2001 год, посмертно. Родился в 1931 году в Иркутской области, окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Московского педагогического института, докторантуру Института мировой литературы Академии наук СССР. Работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой литературы Бурятского государственного педагогического института, ученым-секретарем Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, замдиректора Бурятского института общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.
С 1983 года заведующий сектором фольклора, затем директор Института филологии Сибирского отделения Академии наук СССР. Александр Сактоев – выходец из алашских хангудеров, небольшой этнической группы иркутских бурят. Его семья в начале 30-х годов в поисках лучшей доли переехала в Улан-Удэ из улуса Алзабей, что возле Алари. Будущая гордость бурятской науки Саша Сактоев вырос в городской среде столицы Бурятии военных и послевоенных лет. Отец Бадмай Гурович работал бухгалтером на Улан-Удэнском паровозо-вагоноремонтном заводе, а мать Анна Ардановна воспитывала детей. Во время Великой Отечественной войны, когда отец и старший брат Борис были на фронте, семья Саши в тылу потеряла 2 человек. Один за другим от болезней и тяжелых условий жизни умирает сначала средний брат Василий, а затем в 1944 году и мама Саши Анна Ардановна. Перед смертью она дала 13-летнему Саше, который остался с маленькой сестренкой Кларой на руках, заветы на всю его оставшуюся жизнь и практические советы на ближайшее будущее о том, как получить американскую помощь. Американская помощь тогда была в виде вот этих клетчатых полупальто, крупная клетка такая американская. Но это очень хорошее подспорье было, потому что не на что было купить вообще новую обновку, а эта помощь нужна была. Потом он должен был все справки, значит, собрать для того, чтобы отца вызвать с фронта, иначе дети-то маленькие. Главное, она наказала, чтобы он берег меня всю жизнь, вел по жизни, выучил, поставил на ноги. И Саша этот завет, в общем-то, полностью выполнил. После войны Александр Сактоев поступил на отделение монголоведения Восточного факультета Ленинградского университета. Будучи студентом, он в Улан-Удэ познакомился со своей будущей супругой. Ей стала дочь известного в Бурятии коммунистического деятеля, первого по счету среди первых секретарей бурятского обкома ВКПБ Василия Трубачеева, погибшего во время сталинских репрессий в 1938 году. Правда, выросшая в Москве Инесса Архинчеева в то время носила фамилию своего приемного отца и родного дяди Ильи Архинчеева, одного из руководителей первого бурятского представительства при сталинском наркомнации. Влюбленный в юную художницу и выпускницу художественно-графического отделения Московского пединститута, Александр Сактоев каждый день в течение года писал ей письма. Ответ от нее он получал раз в неделю. Иса, не могу больше ждать. Ты, очевидно, слабо и совсем смутно предполагаешь, что о тебе могут беспокоиться, тревожиться из-за отсутствия такой пустячной мелочи, как письма. Неужели нельзя уделить внимание, а не время для того, чтобы хоть коротко черкнуть несколько строк, которые мне так нужны, необходимы, без которых я хожу из угла в угол, не находя себе места, чувствуя, что что-то мне недостает. В год окончания университета эта переписка закончилась женитьбой. Чтобы сыграть свадьбу, молодожену и будущему ученому-филологу пришлось продать собрание сочинений Николая Гоголя. В Ленинграде в квартире устроили тогда свадьбу, на которой присутствовали все наши великие, там Ленховоин, знаете такого, да, народный артист, потом Манкетов, который играл пора таежного подснежника. Они все тогда учились. Олин отец – это Шарип Васильевич Коротков, участник первой декады в главных ролях. Все поехали, это как раз послевоенное время, там все учились, и всю эту студенческую, всю диаспору он это пригласил. Еще учась на Восточном факультете, молодой студент Сактоев подрабатывал воспитателем в Ленинградском хореографическом училище. Среди воспитанников Александра Сактоева были учащиеся бурятской группы будущие звезды балета Бурятии во главе с Петром Абашеевым. Близость к художественной и артистической среде и любовь к искусству Сактоев сохранил до конца жизни. Ты течешь, как река, странное название.
И прозрачен асфальт, как в реке вода. Учеба давалась ему легко. Окончив с отличием ЛГУ, Александр Сактоев вместе с молодой женой уезжает в Москву в аспирантуру по специальности литературоведения в Московском педагогическом институте имени Ленина. Жили они со своим первенцем, сыном Сережей, в центре Москвы на Арбате. Призвание, ты радость моя и моя беда. Инесса Сактоева тогда проходила стажировку в Большом театре и готовилась к карьере театрального художника, но муж своей личной волей определил ее в науку. Научно-исследовательский институт художественной промышленности на нашей же улице. Так, огромный подъезд, там швейцар стоит. Пойдем туда. Я говорю, чем мы пойдем туда? Вот такая, все немножко чужое все. И не собиралась я в аспирантуру. Я, в общем, любила свое дело. Мне после Большого театра дали направление куда-то, в театр дали бы. Нет, надо туда. И потом, значит, сам пошел, сам со всеми перезнакомился. Они говорят, конечно, мы ее возьмем. И потом я сдавала экзамены. Меня приняли, там конкурс был. Тоже это... Всем он тоже понравился там. Они всегда про него спрашивали. Ой, говорит, вот Саша, где Саша? После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Александр Сактоев пришел на работу на историко-филологический факультет Бурятского пединститута имени Банзарова. Лекции молодого преподавателя, а затем и завкафедры литературы определили не одну судьбу будущих филологов. Ученики Сактоева и его коллеги, нынешние доценты, профессора и доктора наук, до сих пор вспоминают о нем как влюбленные студентки. К нам на кафедру литературы в Бурятский педагогический институт, на филологический факультет пришел работать молодой, очень красивый, высокий, стройный человек, в которого мы были все бесконечно влюблены. Влюблены в него так же, как он, пожалуй, был влюблен в литературу. Вот эта влюбленность в литературу нас покорила буквально. Когда он читал о Байроне, эти лекции были все пронизаны личностью байроновского типа. Ну вот представляете это? О Байроне читает такой же яркий лектор, разве что не хромает, как Байрон, но такой же романтик, такая же поэтичная натура. Один из студентов рассказывал потом сыну Александра Сактоева, Сергею, об этих лекциях. Но он говорит, я единственный записывал лекции твоего отца. Он мужчина, он сразу понял, еще журналист такой, он сейчас тоже еще работает журналистом. Никто не писал, а я писал, всегда говорю. А они писали не потому, что они просто сидели, слушали, смотрели, вздыхали там это. Сегодня на филологическом факультете Бурятского государственного университета открыт кабинет памяти члена-корреспондента Академии наук Александра Сактоева. В кабинете есть экспозиция печатных трудов ученого и его многочисленные фотографии. Когда кабинет открывали в БГУ, там все вставали, говорят, я была влюблена там. А Светлана Искровна Гармаева сказала, я сразу говорю, я не была влюблена, я тоже литературовед. Но так, вообще тоже мне понравилось, как она там, потому что не обязательно быть влюбленным. Период преподавательской работы Александра Сактоева, оказывается, нашел свое отражение и в художественной литературе. Бурятский писатель Геннадий Орлов, бывший студент Сактоева, в то время самого молодого в Бурятии доктора наук, описал учителя с большой буквы в своем романе. Существует такая книга, которая называется «Святые и грешные». Ее написал выпускник нашего факультета Геннадий Орлов. Он ее назвал, правда, романом. На роман, конечно, она мало похожа, но представляет собой некий документальный, какое-то документальное произведение, скорее всего, похожее на дневник. И вот он там очень тепло всегда отзывается об Александре Бадмаевиче и называет его исключительно учителем и завкафедрой. Но он там, правда, носит другое имя, он там Владимир Бадмаевич Немаев, но тем не менее, все знают, что это Александр Бадмаевич.
Впрочем, не со всеми своими коллегами у Александра Сактоева были безоблачные отношения. Ученый пришел в институт во время, которое позже назвали хрущевской оттепелью, и принял участие в литературных войнах того времени. Это был период реабилитации бурятского народного эпоса ГСР, которого еще в 40-е годы объявили феодально-ханским и проповедующим панмонголистские идеи. Многие ученые и представители интеллигенции, которые занимались изучением и популяризацией этого героического эпоса, тогда поплатились за это своей карьерой. Александр Сактоев во время оттепели и позже, после очередной смены партийного руководства в Бурятии, активно способствовал возвращению этих людей в науку. И был один очень яркий представитель старого такого подхода к преподаванию, к отношению к студентам, и вообще он был виновником, как, наверное, это и было, так и было, виновником многих несчастий, и даже как на его совести было много человеческих судеб. Значит, во время культа личности он принимал активное участие в травле и в преследовании людей, которые были, по его мысли, не совсем советскими. И у них была такая история на кафедре. Был такой преподаватель, и они с ним как-то боролись. Серьезно осложнил жизнь Сактоеву очередной донос тогдашнему партийному главе Бурятии. Первому секретарю бурятского обкома КПСС сообщили о том, что Александр Сактоев выслуживается и носит чемоданы пожилому председателю президиума бурятского филиала Академии наук Василию Филиппову. Напомним, что Филиппов был предшественником первого секретаря бурятского обкома. Кроме того, партийное руководство было не на стороне Сактоева и его коллег в литературных войнах. Из-за этого наш первый секретарь был на него очень сердит. А когда ему донесли, что он носит чемодан, он сразу на большом активе сказал: «А Сактоев, надо служить делу, а не лицам». Александр Бадмаевич пришел домой, страшно его это расстроило. Правда, потом никогда он этого не показал, никто не знает этого даже. Я недавно только стала рассказывать эти вещи. А я носил и буду носить ему чемоданы, потому что это мне не трудно. А то он мне говорит. Я молодой, потом Василий Родионович же не потому, что он пошел, ему выслуживаться не надо было. По приглашению главы академической науки Бурятии Александр Сактоев из пединститута перешел в только что организованный бурятский филиал Сибирского отделения Академии наук, нынешний Бурятский научный центр, на пост ученого секретаря президиума филиала. Вместе с Василием Филипповым они добились в Москве открытия нескольких крупных научных подразделений, в том числе Геологического института. Позже Александр Бадмаевич стал заместителем директора Бурятского института общественных наук. Его основным научным трудом в литературоведении является книга, написанная на основе блестяще защищенной им в Институте мировой литературы в Москве докторской диссертации. Она посвящена становлению дореволюционной литературы бурят, создаваемой на монгольском вертикальном письме. В ней Сактоев, первым из бурятских ученых, доказал, что до революции буряты совсем не являлись бесписьменным народом, о чем раньше учили в советских школах и вузах. Как ученый он к тому времени вплотную подошел к изучению фольклора. А становление дореволюционной бурятской литературы – это вообще, конечно, труд феноменальный. Изучить литературу периода ее становления, рождения, как из фольклорных, анонимных еще произведениях, созданных коллективным автором, рождаются произведения художника, автора, пока еще безымянного. Проявил он себя и как организатор науки. Руководитель сектора русского сибирского фольклора Руфина Матвеева рассказала, как после смерти ее прежнего руководителя Лазаря Ильясова над этим научным подразделением возникла угроза закрытия. Александр Бадмаевич
просто вселил в меня какую надежду. Он ничего, ничему не поучал, не говорил, не объяснял, что вот тебе надо. Он просто меня взял в Новосибирск, представил меня вот академику Окладникову, который сказал добрые слова, напутствие, как-то вот уверенность такую влил. Он показал, ну как-то ввел меня в круг вот тех, кто над нами курировал в Новосибирске. Любопытный момент возник и позже, когда в Бурятский институт общественных наук нагрянула плановая проверка из Москвы по поводу очередного сокращения штатов. Тогда Александр Сактоев и его большой друг, директор института Василий Найдаков, при помощи весьма нестандартного хода вновь вывели из-под удара сектор русского фольклора. Вместе с Руфиной Матвеевой они написали в комиссию докладную на дирекцию института, то есть фактически на самих себя, о том, что злые буряты хотят сократить сектор русского фольклора. Сотрудниц сектора потом на отчете в Сибирском отделении Академии наук назвали мужественными женщинами, а штат сектора оставили в неприкосновенности. А это характеристика и Василия Цареновича Найдакова, и Александра Бадмаевича. Какая характеристика? Это какие сильные большие люди были. Они не боялись, что вот это как-то их уронит или как-то их вот принесет. Они настолько были могучими, настолько они были самодостаточными, настолько они были весомыми, что это никак им не могло повредить. И они могли вот пойти против себя для того, чтобы дело выиграло. Вот это, мне кажется, самая главная черта в его характере. Идея создания отряда ученых, которые системно занялись бы изданием произведений фольклора сибирских народов, которые с конца XIX века и в советский период были собраны учеными и до сих пор лежали мертвым грузом в научных архивах, давно витала в среде ученых в разных регионах Сибири. В середине 70-х годов Найдаков с Актоевым провели в Улан-Удэ всесоюзную научную конференцию, посвященную литературе народов Сибири. Там была высказана мысль создать некое издание или научный журнал, в котором фольклористы могли бы публиковать произведения фольклора. Организаторам конференции было поручено оформить эти пока еще неясные пожелания в реальный проект. Оригинальную идею создать многотомную серию, в которой были бы представлены образцы фольклора разных народов Сибири, предложил научному сообществу Александр Сактоев. И уже в 1977 году на следующей конференции в Якутске, на которую Сактоев не смог поехать, Василий Найдаков впервые ознакомил научную общественность с проектом академической серии памятников фольклора сибирских народов. Тогда речь шла о 24 томах серии. В 1982 году уже полный проект этой серии из 60 томов на заседании Президиума Сибирского отделения Академии наук, который составляли авторитетные ученые, академики, представляющие исключительно точные науки, защищал Александр Сактоев. Уважаемые члены Президиума, мы, сибирские ученые, гордимся тем, что народы Сибири располагают фольклором уникальной ценности, которая состоит прежде всего в том, что в этом обширном регионе не исчезло рапсодов-певцов благородное племя, в отличие от эпических произведений Запада, где эпос давно угас и дошел до нас только в письменной форме, подвергшись при этом существенным искажениям и индивидуальным литературным обработкам. Издание фольклорных памятников является убедительным опровержением различных концепций и теорий о русификации и ассимиляции наций и народностей Сибири, об исчезновении и гибели их самобытной культуры, фольклора и искусств. Весь мир увидит, как на царственной короне Президиума Главного штаба сибирской науки в самых своих лучших художественно-поэтических воплощениях засверкают разноцветными многокрасочными огнями драгоценные камни фольклора народов Сибири. Весь президиум академики молчали. Гробовое молчание было. И, конечно, был в состоянии таком, что то ли утвердят, то ли не утвердят. И только один академик, вот мне он называл фамилию, это академик, поднялся и сказал, что вот эта серия сделает честь любому государству. И после этого все единогласно, все академики единогласно проголосовали вот за то, чтобы вот издавать вот эту серию. Александр Бадмаевич так убедительно выступил, что тогда был председателем Президиума Сибирского отделения Валентин Афанасьевич Коптюк. Он сказал: я даю добро на открытие такого сектора только под Александра Бадмаевича.
То есть Александр Бадмаевич сумел убедить, что эта идея, она живая, она очень проработанная, и она подкрепляется действительно величайшим массивом фольклорных текстов, которые лежат в архивах городов Сибири и Дальнего Востока. И вот, оставив и должность свою, уже такую освоенную, и оставив свой дом, и оставив свою семью, Александр Бадмаевич просто вот с истовостью первооткрывателя, начинателя действительно отдался до конца вот созданию проекта нашего проекта фольклористического. Я говорю, я останусь, а ты, говорит, ты же человек свободный. Правда, мы поговорили, что все-таки здесь ему как-то уже так он перерос как бы этот масштаб в своей работе. И он думал, что лет на 5 поедет и вернется. Он там организует и вернется. И Новосибирск был тем местом, где его хорошо поняли во всех отношениях. А потом, когда он последний раз уезжал, мы это всю ночь проговорили, говорит, ну, все-таки такие, так и так, поеду я. Я говорю, ладно, давай поезжай, Саша, ты все равно не сможешь оставить это. Твое дело. Доводи до конца. Титаническая работа по собиранию текстов, звукозаписи, переводу на русский язык и подготовку к изданию со всеми приложениями и комментариями началась в Сибирском отделении Академии наук в Новосибирске со времени окончательного переезда Александра Сактоева из Улан-Удэ в Новосибирск в середине 80-х годов XX века. Самое важное преимущество серии заключалось в том, что с выходом томов серии в научный и культурный оборот вводились богатства фольклорного наследия практически всех народов, населяющих Сибирь. Одним из главных инструментов для этого стал перевод их на русский язык как один из международных языков. Все научные произведения фольклора сибирских народов до этого представляли собой лишь спорадические изданные тексты фольклорных произведений на национальном языке, либо их переводы на русский язык, по которым невозможно было оценить источник. Первым из зарубежных ученых оценил уровень нового издания ведущий американский антрополог-индианист и знаток индейской и русской культуры, ведущий профессор университета Джуны на Аляске Ричард Дауэнхауэр. Это он назвал 60-томную сибирскую серию русским издательским проектом века в гуманитарной области. Во всех сибирских научных центрах фольклористы были, а идея пошла от бурятских ученых. Это вот надо было быть такими, обладать таким вот провидением, я не знаю, каким-то вот первопроходческим качеством, чтобы вот этот просто грандиозный проект запустить. Окончательную и безупречную в своей научной строгости форму проекту придал член-корреспондент Академии наук Виктор Гацак. Одним из соратников Сактоева с самого начала работы над серией был не так давно ушедший из жизни авторитетный в Сибири фольклорист Михаил Тулоханов. Своеобразие нашего издания, нашей серии заключается в том, что это издание должно было быть с самого начала, все 60 томов, а реально сейчас утверждены 64 тома. Все они должны были издаваться и издаются на 2 языках. Главным редактором серии стал сибирский академик-гуманитарий Анатолий Деревянко. Доктор наук Сактоев сначала взял под свое руководство сектор фольклора, специально созданный под эту серию, возглавляемым Деревянко институте, а потом и выделившийся в отдельное научное подразделение Институт филологии Сибирского отделения Академии наук. Одним из профильных направлений работы этого института стал выпуск 60-томной фольклорной серии. Сейчас во всех регионах и национальных районах Сибири и Дальнего Востока огромный, заряд такое, спасение, сохранение, увековечение образцов фольклора
лучших памятников фольклора, которым грозит опасность уйти в небытие, бесследно исчезнуть. Это наша просто святая обязанность вовремя не только зафиксировать, но и вовремя издать и сделать лучшие памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока общим достоянием мировой культуры человечества. Структура серии по принадлежности томов к той или иной этнической культуре выглядит следующим образом. На 10 народов Сибири приходится 40 томов. В серию должны были войти 7 бурятских томов, 6 якутских томов, 6 томов фольклора русских сибиряков, по 4 тома устных памятников алтайцев, тувинцев, хакасов, 3 венкийских тома, по 2 тома нанайцев, нивхов и эвенов. По отдельному тому отводилось для 24 малочисленных сибирских народов, таких как долгане, евреи, ительмены, ханты, манси, тафалары, удыгейцы, ульчи, украинцы, чукчи, шорцы, азиатские эскимосы, коряки, наганасаны, селькупы и другие. Честь открыть этот грандиозный издательский проект, в котором задействованы десятки научных коллективов и все лучшие кадры сибирских фольклористов, выпала первому тому под названием «Эвенкийские героические сказания», который вышел в 1990 году. Вот на таком уровне, чтобы наши тома отвечали современным издательским требованиям, таких навыков у нас еще не было. Но это для фольклористов вообще Сибири и Дальнего Востока, думаю, это очень большая школа. В 1991 году, еще до распада Советского Союза, вышел бурятский том с героическим эпосом «Аламжи-Марган» и том русской эпической поэзии. В дальнейшем выход каждого тома давался с большим трудом. При жизни ученого до 1998 года вышло всего 18 томов серии. До 1991 года мы не знали забот, потому что Сибирское отделение Академии наук располагало средствами для того, чтобы финансировать даже это такое дорогостоящее сложное издание. С 1991 года у нас застопорился сам процесс выпуска, Вы говорили о том, что вам надо было в экспедиции. Да. У нас прекратились по существу экспедиции. Вот то, что является самым больным для нас местом. Да, он пришел, взялся за дело, основал это дело, и дело это движется до сих пор. И оно может длиться бесконечно, потому что, так же, как говорил Александр Бадмаевич, бесконечны богатства фольклорные сибирских народов. Но у него же была совершенно утопическая мечта. Вот мы наметили издать 60 томов серии фольклора. Вот сейчас издано только 29, там еще тома увеличиваются, будет больше 60. Он говорил, ну за 10 лет мы это издадим, по 6 томов в год, и я уеду в Улан-Удэ. Он очень мечтал вернуться на родину. Заместитель же главного редактора серии считает, что работа будет продолжаться еще не 1 год. Иначе нельзя. Это разные языки, разные памятники. То есть это нельзя думать, что вот считали, что там за 10 лет, вот нет, дай Бог еще лет 30. Сегодня из 7 бурятских томов изданы 3 героические эпоса «Аламжи-Марган» и 2 тома сказок. Изданы все 6 томов русского сибирского фольклора, 5 из 6 якутских томов. И особенно ценными стали тома народов, численность которых не превышает 1000 человек. В этой серии даже были народы, у которых не было даже письменности, ни алфавита, ничего. Все это пришлось создавать заново, все это алфавит создавать, чтобы тексты записать, чтобы звукозаписи воспроизвести всю эту их культуру. Конечно, это был настоящий подвиг. И в этом, конечно, и стоило положить жизнь на эту работу.
И потом он огромный коллектив ведь собрал. Ведь во всех регионах оживление было. То, что вот и в Южной Сибири, Хакасу, Тува, вот, алтайцы, вот это вот, когда стали работать над своими корпусами. Ну, буквально это же более 30 народов же вошли вот в эту серию. Высокий научный уровень выдерживался с самого первого тома. Каждый том содержит обширную вступительную статью специалиста по фольклору, музыковедческую статью, поскольку большинство фольклорных произведений являются музыкальными, и солидный научный аппарат, комментарии и приложения. Оформлением серии занимался известный дизайнер Александр Рюмин, главный художник журнала «Наше наследие». Все тома серии выполнены в одном стиле и резко отличаются от всего, что ранее издавалось в научном мире. С первого тома вся серия печаталась на лучшей финской бумаге и картоне. Уникальность серии еще и в том, что в качестве одного из приложений каждому тому был продукт, требующий отдельных немалых усилий. Это аудиоприложение. Первоначально это были виниловые грампластинки фирмы «Мелодия» с образцами публикуемых фольклорных произведений, а затем их заменили CD-диски. В дальнейшем планируется добавить еще и видеоприложение. Ему помогали все. Это не потому, что они были хорошие, просто это действительно был человек, который мог убедить кого угодно, и любого врага, и любого, и такого, и сякого, и когда они с ним общались, они уже просто никуда не могли деться. Поэтому ему помогали все. Он был у Пахмутовой. Она сказала, что да, вот, пожалуйста, грамзапись «Мелодия» — это все к вашим услугам. Однажды еще в самом начале проекта Александр Сактоев выступал с докладом о серии перед московскими фольклористами. Не все присутствующие восприняли его речь одобрительно. Некий вот фольклорист, некий член вот этого совета по фольклору выразил недоверие Александру Бадмаевичу и сказал, что это вообще наполеоновские планы, это все иллюзии, это все разговоры, ничего у вас не получится. Удивительную наблюдаю картину. Идет Александр Бадмаевич, обняв этого ниже гораздо его ростом человека, обняв его за плечи, и они вдвоем смеются. Вот. И это действительно показательно для Александра Бадмаевича. Он делал человека своим единомышленником. Он ему лично рассказывал, он его убеждал в этом. Он просто становился его другом или, наоборот, делал его своим другом. В серию вошли и те памятники фольклора, которые были записаны давно и уже многие годы просились увидеть свет, и только что собранные во время экспедиции с участием Александра Сактоева. В 9 экспедициях на Алтае, в Туве, Хакасии, Бурятии, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке вместе с собирателем фольклора Александром Сактоевым ездили музыковед Юрий Шейкин, звукооператор фирмы «Мелодия» Михаил Дедык и фотохудожник Владимир Новиков. Они успели записать таких феноменальных исполнителей фольклора, как алтайский шаман Алексей Калкин, удыгейская сказительница Намина Кялин-Дзюге, белорусская сказительница Федосия Заяц, исполнительница ульского фольклора Индике Вальдю и якутский Алын-Хасуд Василий Каратаев. Это живые потомственные сказители, которые эпос исполняли от начала до последнего слова. То есть на звукозапись это было. Это, пожалуй, вот единственный, последнему успели вот таких людей захватить и Алексея Григорьевича, выдающегося сказителя, и товарища Чаякова. Вот. И потом, после этого, он в своих выступлениях всегда подчеркивал о том, что вот удалось зафиксировать на Алтае потомственных сказителей. Зачем бегать по фольклорным экспедициям? И так есть Пушкинский дом, там и записи наберешь, и сидя, вон эти фольклористы в экспедициях понаписали всего. Нет, настоящий фольклорист начинается именно как полевик. И в этом смысле я убежден, что Александр Бадмаевич стал одним из ярчайших, незауряднейших фольклористов, который очень со своим взглядом, оценкой, определением, мнением
За время подготовки к изданию серии, кроме экспедиции, все работающие над своими томами сибирские ученые-фольклористы постоянно съезжались в Новосибирск, к Сактоеву. Ежегодно нам вот такую школу устраивал Александр Бадмаевич в Новосибирске. Мы приезжали, все общались. Мы все фольклористы друг друга знали, как одна семья. Мы потом очень долго, вот наше поколение фольклористов, которые были вот в то время, мы друг друга все знали вот лично, хорошо, общались, переписывались благодаря вот таким встречам в Новосибирске. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спел я гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Стиль работы Александра Сактоева заключался и в том, что профессиональные контакты и совместное дело всегда были связаны с человеческими отношениями. Обаяние личности руководителя сплачивало большой коллектив. Многие коллеги Сактоева остались связанными с ним общим делом и личной судьбой. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Литературовед Светлана Рожнова была принята на работу в сектор фольклора, несмотря на ее неблагонадежность. Подписав такое идеологическое письмо, несколько диссидентского толка, я вынуждена была оставить аспирантуру, перейти на работу в школу. Некоторое время я там работала, но потом вот вернулась в институт. И я сказала Александру Бадмаевичу, когда он со мной беседовал, что, возможно, это тогда времена еще такие были идеологические, строгие, и, возможно, мой приход в сектор фольклора может как-то отразиться на репутации, может быть. Он совершенно отверг все мои сомнения и убедил меня в том, что мне понравится эта работа, и что я буду полезным человеком в секторе. Никто из коллег и даже родных людей Александра Сактоева никогда не слышал, чтобы он сетовал на здоровье. Болезнь ученого, а его поразил рак, была для всех как гром среди ясного неба. Он позвонил мне за полгода до смерти и сказал мне: «Наташа, ты меня не теряй, я ложусь в больницу». В общем, как-то никто не поверил. Через некоторое время все-таки позвонила: знаешь, говорю, я поеду. Потому что... И когда я приехала, оказалось, что действительно он лежал уже в больнице и чувствовал, что человек плохо себя чувствует. И на самом деле потом мне сказали, что, в общем-то, уже врач мне сказал, что папа умирает. Очень трогательный был момент, что, в общем, конечно, если некоторые люди лежат и некому к ним прийти, некому помочь, то тут просто чуть ли не очередь была из людей, которые приходили и спрашивали, чем помочь, что сделать, посидеть. То есть просто он не оставался один ни на секунду. Все эти полгода родные врачи боролись за его жизнь. А когда все надежды на выздоровление рухнули, ученого перевезли на родину в Улан-Удэ. Сгорел, можно сказать, может быть. Скорее сгорел, потому что он работал он и везде работал так, отдаваясь полностью. Всегда и везде. И много ездить пришлось. Тоже но это все тоже нервы же тоже. И всех убеждать, это тоже. Так, у него здоровье, не скажу, что было крепкое по всем данным. Есть и еще одна загадка, связанная со временем его ухода из жизни.
Дело в том, что его неожиданная болезнь и смерть произошли сразу после того, как на далеком Алтае один за другим в очень короткий промежуток времени умерли 3 известных алтайских сказителя. Народные рапсоды и шаманы Алексей Калкин, Табар Чичияков, Савдалай Савдин и ученый-фольклорист Александр Сактоев, записавшие у них таинственные шаманские песнопения, умерли в 1998 году. Поистине фольклорная судьба. По рассказам родственников, друзей и коллег, Сактоев умел и любил красиво отдыхать. На праздниках, в дружеской компании и в застольях он всегда был душой общества. Кто хочет встряхнуться и силой вдохнуть, кто устал за неделю и не прочь отдохнуть, кто рюмку другую не прочь пропустить. И может к тому же еще закусить, а также попеть, поплясать, поострить, тому подумать, конечно, бы стоило о том, чтобы вечером быть у Сактоевых. Человек наполненный все время юмором кстати. Вот это очень важно. Не просто заготовки юморные, а юмор кстати, импровизационный юмор. Он настолько красив и обаятелен сам по себе, когда юмор как потребность улыбаться, светиться вот эти вот жизни. Вот это было Александр Бадмаевич, это отличает его. Известной шуткой Сактоева, которую он даже обсуждал с известным пушкинистом Натаном Энгельманом, была легенда о том, что он, Александр Сактоев, был прямым потомком Пушкина. Об этом якобы свидетельствовали и его внешность, густые курчавые волосы, смуглость, веселый нрав и любовь к поэзии, а также калмыцкие корни ученого. Он свободно шутил по поводу того, что его предки произошли от связи Александра Пушкина с безвестной калмычкой, встреченной им во время путешествия в Арзрум. Той калмычке Пушкин посвятил стихотворение «Прощай, любезная калмычка». Шутки шутками, но об их общем прадеде, калмыке по имени Баса, рассказал двоюродный брат Сактоева, известный в Бурятии историк и общественный деятель Геннадий Басаев. У нас прадед был калмыком. Из-за участия в убийстве царского сановника он был направлен в Черемхово, Иркутской области, там, знаете, значит, это угольный бассейн. Причем 15 лет он прожил в подземелье, не видел ни солнца, ни земли. Он там жил, тащил на себе, значит, эти тачки с углем, там кормился и спал. Когда ему было 35 лет, его отпустили к бурятам. А наш Улус находился в 45 километрах от Черемхова. Вот. Там он женился, довольно своенравной такой, с сильным характером девушки. Ей было 16 лет, а ему 35. Родился у них сын, один, единственный, Ардан называли его, Ардан. Человек был очень такой энергичный, верткий, имел 4 детей. Вот. Первая Анна, это мать Саши. Потом Дарже, это мой отец. Дарже Арданович. Потом еще Василий Арданович был, еще один был. Того я не помню, он, будучи молодым, скончался. Еще в своем докладе на президиуме Сибирского отделения Академии наук в 1982 году Александр Сактоев предлагал академикам представить себе время окончания работы над серией. Таким временем, по мысли ученого, был 1990 год. Но из 64 планируемых сейчас томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» сегодня увидели свет лишь 29 томов, еще 10 готовятся к печати. Каждый из нас ткет
ткет ткань своей жизни, ткет, мы ткачи все. И текст, не ткань, а текст своей жизни. У каждого есть текст своей жизни. И вот текст это от латинского texere, что значит ткать. И вот эту ткань своей жизни, эту шпалеру он создавал, ткал, но, к сожалению, он не закончил этот дизайн, а и склонился над этой шпалерой, над этой грандиозной шпалерой, не вынув иголки. За 30 лет работы над серией в секторе фольклора Сактуевского института появилось новое поколение его коллег, собирателей и исследователей фольклора. Они молоды, талантливые, увлечены работой над величайшим памятником мировой народной культуры, жизнь которому когда-то вместе с командой единомышленников из всех регионов Сибири подарил бурятский ученый, литературовед, фольклорист и немного поэт Александр Бадмаевич Сактоев. Мы говорим: Александр Бадмаевич, ты будешь в наших мыслях, как утренняя звезда. Собранные тобой мысли разных народов будут светить нашему поколению, как утренние лучи солнца. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.